Клей — это один из важнейших составляющих технологии сборки различных соединений. Мы пригласили поговорить о клее Марка Шора и Heather Badges из Franklin International. Я высоко ценю сегодняшнюю возможность поделиться со зрителями и с вами информацией о некоторых абсолютно уникальных и инновационных продуктах под торговой маркой Tide Bond. И мы думаем, всем будет интересно узнать о сферах их применения. О чем говорим в первую очередь? Во-первых, давайте поговорим о полиуретановом клее-расплаве Tide Bond High Performer. Этот продукт был создан, чтобы донести технологию горячего полиуретанового склеивания до самых отдаленных мест на Земле и всем людям, которые занимаются деревообработкой. Это промышленная технология, которая попадет и в обычные дома. Мы продемонстрируем вам ее действие, чтобы вы сами все увидели. Может быть, чуть позже мы испытаем ваши силы и узнаем, сможете ли вы сломать части, соединенные с помощью High Performer. А сейчас мы расскажем о продукте, который называется столярный клей Tide Bond Fluorescent. Этот продукт, который позволит столяру увидеть невидимое. При использовании даст возможность увидеть клеевой шов, светящийся в темноте. Ну и, конечно, вы узнаете о столярном клее Tide Bond 3 Ultimate. Это единственный в своем роде продукт на сегодня. Водонепроницаемый столярный клей на водной основе, который обладает потрясающей прочностью и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Это Heather Badges из Franklin International. Она предоставит вам более подробную информацию о продуктах, которые я упоминал. Hi, Dave. How you doing? Good, thanks. Good. Where do we start? Давайте взглянем на High Performer. Это система применения горячего расплава полиуретанового клея, разработанная Franklin International. Ее преимущество в быстром затвердевании, потому что это горячий расплав. Но этот клей обладает всеми достоинствами полиуретана. Используя High Performer, вы получите водонепроницаемое, термостойкое, надежное и удароустойчивое соединение. Мы предлагаем 4 различных состава полиуретанового клея расплава, которые можно использовать с этой системой. Они в основном различаются по времени застывания от 30 секунд до 5 минут. В рамках этих клеев у нас есть 2 предназначенные для соединения древесины с древесиной, а 2 других являются многоцелевыми. Они могут быть использованы для склеивания различных веществ, например, стекла. Это система доставки клея, а содержимое картриджа клея выглядит следующим образом. Вы загружаете его в пистолет вот так, соединяете вместе и вставляете в базовый блок. Базовый блок — это тот, что с проводом, так как технологии использовали электрические соединения, а не заряд батареи. Вытаскиваете это через 10-15 минут, чтобы дать нагреться картриджу. Вы снимаете его с базы и получаете до 20 минут работы горячего беспроводного пистолета. Теперь можно просто выдавить немного клея сюда и соединить части. Клей можно выдавливать руками без использования зажима. Если части соединены не точно, то их можно поправить. Время схватывания 30 секунд, но мы оставим его на более длительное время. На выставке был представлен столярный клей Tide Bond Fluorescent. По сути, это формула Tide Bond Original с добавкой, позволяющей клею светиться. Ведь даже после того, как излишки клея были удалены тряпкой или скребком, еще какое-то количество клея может оставаться. То, что вы не в состоянии увидеть. А вот благодаря этому клею вы сможете удалить пятно, поместив изделие в темноту. Вот еще один продукт. Наш столярный клей Tide Bond 3, который взорвал рынок. Один из наших лучших продуктов. Он обладает рядом уникальных характеристик. Это клей, который вы можете смыть водой, несмотря на то, что одна из его частей вода, и он водонепроницаемый. Он также имеет большое рабочее время, чем наш Tide Bond Original. У вас есть запас от 8 до 10 минут, а также более низкая температура применения. Вы можете использовать клей при температуре до 8 градусов Цельсия. Он имеет более высокую плотность и, как видите, имеет коричневый цвет. Кроме всего остального, Tide Bond 3 характеризуется большим рабочим временем и может быть использован как при внутренних, так и внешних работах. Нам пора встретиться с Дейлом Циммерманом.
Вэл, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Вы были экспертом по клею в течение примерно 15 лет, но с 1990 года стали работать в группе технического обслуживания, отвечая на вопросы и помогая нашим клиентам. Как определить, какое количество клея наносить? Этот вопрос состоит из двух связанных вопросов. Сколько клея мы должны использовать и какое давление должно быть на зажимах? Надо следить за тем, чтобы клей оставался влажным в течение всего процесса. Если вы нанесете слишком тонкий слой, клей высохнет и останется таким в процессе зажима. Толщина слоя имеет большое значение для прочности, так как при влажном клее, хорошем давлении и плотном соединении у вас обязательно образуются излишки клея. Таким образом, вы всегда должны иметь достаточное количество клея, чтобы убедиться в появлении излишков. Как узнать, что вы покрыли всю поверхность? Если клей остался влажным, склеиваемые части полностью подвижны, то покрыта вся склеиваемая поверхность. Если у вас есть две части, которые нужно соединить, вы наносите клей на обе поверхности или только на одну. Всегда важно, чтобы клей был влажным, когда он касается поверхности. Так что если вы склеиваете небольшие части, достаточно нанести клей на одну поверхность, быстро соединить части и подождать 30-40 секунд. Клей все еще будет влажным. Если же вы имеете дело с чем-то большим, вам придется накладывать клей на обе поверхности, для того, чтобы убедиться, что клей еще достаточно влажный, и чтобы он смог достичь пор древесины и хорошо схватиться. Еще один вопрос. Заменяется часть поврежденного дверного косяка. К нему добавляется тиковое дерево. Какие проблемы могут возникнуть при использовании Titebond 3, чтобы приклеить тик? С тиком есть опасения, что масла могут влиять на прочность соединения. Мы предлагаем приступать к приклеиванию только после того, как дерево обработано ацетоном. Ацетон уберет излишнюю жирность масел древесины, и она станет достаточно сухой. В любом случае, мы знаем и о том, что понадобится больше времени для прижима, потому что тик, в отличие от других материалов, не впитывает влагу быстро. Поэтому потребуется больше времени. И еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что необходимо обработать древесину ацетоном. В противном случае масла на ее поверхности не позволят клею проникнуть в поры, что может стать причиной ненадежного соединения частей. Какой из клеев в вашей линейке является лучшим для работы с обычной фанерой? Но большинство наших клеев прекрасно справляется с фанерой. Тем не менее, у нас есть специальный клей Titebond Cold Press. Он особенно хорош, когда вы работаете с тонкими видами фанеры. Так что все клеи отлично подойдут с точки зрения рабочего времени и прочности соединения. Но Titebond Cold Press содержит компоненты, которые помогают предотвратить просачивание клея через шпон при работе именно с тонкой фанерой.